В регионах Крайнего Севера продолжается северный завоз. Обычно он длится с 1 мая по 1 ноября в период навигации. В самые отдаленные районы завозятся топливо и необходимые товары. Доступность в регионах разная, а проблемы с доставкой схожие. Как наладить продовольственную и топливную доступность для северных территорий и почему действующим законодательством до сих пор не утвержден единый орган исполнительной власти, который отвечал бы за северный завоз? Об этом в репортаже Татьяны Супряткиной. Что подразумевает под собой северный завоз? Это комплекс ежегодных мероприятий по обеспечению территории Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами – продуктами и топливом в преддверии зимнего сезона. В так называемую зону риска входят Мурманская и Архангельская области, Карелия, Коми, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский и Хабаровский край, Магадан, Чукотка, Камчатка и Якутия. География обширна. Тысячи жителей в зимний период остаются отрезанными от большой земли. В таких районах, как правило, нет никакого собственного производства, а потому зимний запас им жизненно необходим. Конечно, первый акцент делали на село Петрунь. Это более отдаленный, порядка 100 километров. Завезти нужно было 700 тонн. В село Петрунь завезли в начале месяца весь объем. К осевом на днях также закончили возить. Там объем 1680, около 1700 тонн. С 2005 года за организацию завоза отвечают субъекты федерации самостоятельно. Товары доставляют железнодорожным либо речным транспортом, либо по зимникам. Удаленность на тысячи километров – это все влияет на конечную стоимость товара. Чтобы простимулировать частный бизнес, в 2014 году в бюджетный кодекс были внесены поправки. Они позволили предоставлять юридическим лицам бюджетные кредиты за счет средств регионов. На закупку и доставку топлива чуть позже подобные займы стали доступны и для доставки муки и других товаров по перечню, который утвердило правительство России. Но эти меры кардинально не изменили ситуацию. Как отмечают эксперты, в проведении северного завоза вовлекается огромное количество участников. Это приводит к удорожанию поставок продукции и увеличивает риски срыва завоза. И эта ситуация повторяется каждый год. Если мы пристально, внимательно посмотрим на территорию в разных регионах, у нас может возникнуть очень интересная нелинейная классификация. И как раз, если мы будем понимать эту классификацию, мы сможем унифицировать, стандартизировать подходы к северному завозу. Мы сможем рассчитать как раз модели себестоимости, затрат и четко понимать, как вообще это можно сделать, где можно дать возможности тому же бизнесу найти для него плюсы, чтобы они взяли на себя какую-то нагрузку, а где необходимо делать государству. Конечно, с 2005 года, когда не государственный, не федеральный уровень, региональный начал заниматься северным завозом, началось кто что может, потому что, как правило, в регионах денег не хватает, поэтому кто как мог, так и организовывал. И это правда сказано, что в критических ситуациях начинаются прям военные операции по поставке продукции. Межведомственная разобщенность, отсутствие в законодательстве четкого определения «северный завоз» – главная проблема в обеспечении поставок в районы Крайнего Севера. В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики сейчас ведут работу по созданию цифрового двойника северного завоза. Он сможет обеспечить прозрачность перевозки грузов, повысить его эффективность, сократить стоимость доставки товаров и расширить их ассортимент. Реализация проекта позволит оперативно управлять логистикой, но пока форма и механизм цифровизации северного завоза в стадии разработки. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.